Никогда не разговаривайте с неизвестными. Эта цитата из романа Михаила Булгакова особенно актуальна в наши дни, когда даже один случайный звонок может перевернуть всю вашу жизнь. Именно так и случилось с Марией Ивановной. Имя, конечно, вымышленное. Всю свою жизнь она работала водителем троллейбуса в Ижевске. Сейчас на заслуженном отдыхе. Пенсия небольшая. Жить бы спокойно, но теперь Марии Ивановне придется выплачивать огромный кредит – более 1 000 000 рублей. И все из-за того, что пенсионерка пообщалась с незнакомыми людьми по телефону. Мне позвонили с сотового оператора, и сказали, что нужно продлить договор по сим-карте. Чтобы переоформить, надо там набрать какой-то номер, сказали. Я набрала. И, в общем-то, это оказалась переадресация. А потом, через несколько дней, мне позвонили, и сказали, готовь 1 000 000. Я, естественно, какой 1 000 000? Я ни сном, ни духом живу на огороде, какие миллионы. Это на твой, они все на ты мне, на твое имя. На твое имя взяли кредит. Позвонила в банк, там узнала номер. И мне сказали, да, на мое имя оформлен кредит. Ой, 1 000 000. И теперь мне звонят в банк платить, а мне нечем платить. Один-единственный платеж, больше 20 000, у меня даже пенсии такой нет. Дело Марии Ивановны сейчас находится в полиции. Расследование ведут сотрудники специализированного отдела по борьбе с мошенничеством и кражами в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Раскрывать такие дистанционные преступления действительно очень сложно, признает следователь Александр Байдин. И, как правило, находятся злоумышленники в самых разных российских регионах и даже в других странах, применяя всевозможные меры конспирации. В частности, имеются способы конспирации, как подмена номера, очень сейчас распространенная. Это когда злоумышленник, набирая свой телефон при помощи IP-телефонии, так называемой, он подменяет номер. И потерпевший видит не фактический номер, с которого осуществляется звонок, а именно телефон, который захотел злоумышленник. Очень часто поступают звонки с дежурной части МВД по Удмуртской республике. Потерпевший видит, что прямо МВД по Удмуртской республике ему шляет звонок. Берет и без задней мысли, да, действительно представляются сотрудниками. И имеются случаи звонков с номеров должностных лиц МВД, то есть заместителей министра прямо. Они в интернете узнают номер телефона, фонд по свободном доступе, подменяют его и представляются этим заместителем министра. На гражданскую позицию человека дает, что вот мы изобличаем среди сотрудников банков мошенников, нужно нам помочь. Естественно, если добросовестный гражданин, он никогда не откажет и пойдет навстречу. Тем более, если там используются правильные слова, ты в доверие входит к человеку. Либо второй момент, когда человеку говорят, что на него пытаются оформить кредит и пытаются похитить с его счетов денежные средства, в том числе кредитные. Естественно, гражданин в первую очередь опасается в том, что его денежные средства, честно заработанные, уйдут мошенникам, и он быстро, уже не осознавая того, потому что его торопят, нужно быстрее, потому что вот еще немножко, и ваши денежные средства уже безвозвратно будут утрачены. Один из жителей Удмуртии, поверив аферистам, отдал им 8 миллионов рублей. А бермский пенсионер и вовсе привел мошенникам 22 миллиона. Это были все его накопления с 90-х годов. Нужно помнить, представители полиции никогда не будут предлагать оформить кредит, даже для того, чтобы изоблачить мошенников. Да и служба безопасности банка не обзванивает своих клиентов с предложениями защитить банковский счет. 18 октября по 20 октября совершил за 3 дня 9 тяжких преступлений, обокрал пожилых людей в высококрупном размере. Извиняюсь перед всеми. И я обязуюсь больше так не делать. Мы устанавливаем этих лиц, устанавливаем
как это все происходит, новые вот эти схемы, как это все работает, как это все устроено. Мы это все устанавливаем, лиц задерживаем, привлекаем к ответственности. Но здесь что основное, что очень мобильно мошенники действуют и придумывают новые схемы, новые способы совершения мошенничеств. Поэтому здесь речь идет о том, что нам нужно очень быстро реагировать на появление этих новых схем. Новая мошенническая схема в интернет-пространстве разработана лжеброкерами. В свои сети заманивают инвесторов огромными прибылями. Организаторы фейковых инвестиционных площадок обычно находятся за рубежом, из-за чего раскрытие уголовного дела бывает затруднено. Прежде чем вкладывать свои сбережения, необходимо тщательно изучать фондовый рынок. Иначе можно лишиться всех своих денег, угодив в сети лжеброкеров. Это наподобие финансовой пирамиды. То есть вот эта платформа, она работает какое-то время. Первоначально даже какие-то проценты они выплачивают. Выплачивают для чего? Чтобы гражданин взял еще большую сумму и вложил туда еще большую сумму. Естественно, когда эта пирамида уже со своих вкладчиков уже чувствует, что она максимум свой набирает, все, она просто как мыльный пузырь лопается и растворяется в пространстве. Самый такой пример, я помню, воспитатель детского сада. Тут зарплата, сами понимаете, воспитатель не очень большая. То есть, она еще мать двоих детей, все, залезла там в бешеные кредиты миллионные, вложила туда, то есть обязательства кредитные за ней все равно в любом случае останутся. Их нужно будет выплачивать. Вложили денежные средства в эту платформу. Все, эта платформа закрылась через месяц. Таких случаев очень много. Пенсионеров, кстати, очень много тоже в инвестиции в эти вкладываются. Вкладывают тоже большие деньги, кредиты берут, имущество в залоге оставляют. Хотя бы раз, каждый из нас продавал вещи или покупал на сайтах купли-продажи. Для мошенников онлайн-ресурсы – это тоже лакомый кусочек. Зачастую представляются покупателями, желая незамедлительно приобрести ваш товар. Мне пишут сообщения, все, я готов купить твой телефон. Соответственно, хорошо, но я единственное нахожусь не в Ижевске, я нахожусь там в другом городе, в Чебоксарах, допустим. Все, давайте оформим сделку безопасную, и просит перейти в мессенджер для дальнейшего общения. Переписываемся, и мне присылают ссылку. Якобы, пройдя по этой ссылке, я заполняю реквизиты, то есть ввожу туда свой номер карты, CVC-код с обратной стороны и код, который приходит в СМС для подтверждения того, что мне приходит оплата за мой телефон. Смысл такой. А по факту все зеркально обратно получается. На самом деле денежные средства ко мне не поступают, а наоборот списываются. То есть смысл получается такой, что эта фишинговая ссылка мошенническая, она внешне похожа очень на оригинальную ссылку. Своих потенциальных жертв мошенники называют мамонтами. Название животного в своем лексиконе используют из-за того, что чаще всего на уловки попадаются пожилые люди. Заскамить мамонта на сленге аферистов означает развести на деньги. А разводит людей на деньги так называемый воркер, что означает рабочий. В его обязанностях найти мамонта, то есть потенциальную жертву, и выманить у него деньги. За что получает вознаграждение некий процент от украденной суммы. Деятельность воркеров курируют саппорты. Как говорят полицейские, интернет-мошенники – это организованные преступные группировки. Это организация со своей структурой. То есть те лица, которые стоят вверху и организовывают все, они стараются оставаться в тени. И привлекать к исполнению прямых действий совершения мошенничеств таких несовершеннолетних студентов. Ваш близкий оказался в беде. Схема развода на деньги, конечно же, старая, но мошенники до сих пор продолжают ее использовать. Аферисты обычно звонят доверчивым пожилым людям. Схема простая.
но способная выудить деньги даже у самых осторожных людей, поскольку дело касается их дорогих и любимых людей. Позвонил мужчина по городскому телефону, по стационарному, и сообщил, что моя дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Она признана виновной в этом ДТП и грозит, что ей до 12 лет колонии. Но есть вариант, может быть, сработает вариант примирения. Коль виновата ваша дочь, то она должна уплатить 1 200 000 рублей. Я говорю, у меня таких денег нет, поэтому я не могу дать такую сумму. Ну, сколько можете? Я говорю, могу самое больше 200 000 рублей. Ну, хорошо, пока 200 000, пока. Мужчине даже предложили поговорить по телефону якобы с дочерью. Через несколько минут в квартиру явился и курьер за деньгами. В тревоге за свою дочь пенсионер передал 200 000 рублей. Но полицейские смогли задержать курьера. Им оказался 20-летний ранее судимый ижевчанин. Уголовное дело сейчас расследуется и в отношении еще одного молодого человека. Родом он из Можгинского района, семья достаточно благополучная, мама педагог, но парню просто захотелось легких денег. Стал курьером мошеннической сети. Я, получается, сначала устроился туда. Меня попросили видеоверификацию, фото паспорта, там мой адрес. И после всего этого у меня появился личный куратор, его ник был Founder. И вот он уже меня курировал по всей этой деятельности. Куда подъехать, адрес, как представиться, если вдруг понадобится. В основном я всегда везде был Русланом от следователя, а у следователя имена менялись. С первого, с 225 000 рублей я поимел 18 000 рублей, 20 рублей. На счету молодого человека 3 факта получения денег от пожилых ижевчан. Общая сумма более 1 000 000 рублей. Свои средства пенсионеры отдавали курьеру в надежде спасти своих близких людей от неприятностей, однако сами оказывались в беде. Подошел банкомат ближайший, и эти деньги закинул себе на карту и перевел уже с теми, с кем работал. Ребят, если вам говорят, что вас найдут сразу же, ну не сразу же, но вас все равно найдут, и потом как бы все равно будут трудности. Легких денег не бывает. Они, понимаете, когда нет взаимодействия с человеком, они даже не ощущают, совесть у них даже не играет. Они просто получили деньги. Они же не видят того человека, те переживания, что человек лишился денег. Для них они просто посидели, поговорили, как игра. Поиграли в игрушку, им денежка поступила на счет через отмывочные, потому что они же используют те же самые криптокошельки, и через деньги не напрямую к ним поступают, а через несколько кошельков, которые практически не отследить, к ним поступает. Это как зарплата, как они просто поиграли в игру, им пришло деньги. Все. Потом, да, действительно, мы ловим этих людей, да, действительно, с потерпевшим они даже согласны, все, давайте, поймали, давайте я заплачу. И все, потерпевшим возмещают. По статистике, за 10 месяцев этого года мошенники похитили у жителей Удмуртии 596 миллионов рублей. Возвращать похищенное средство полицейским все же удается. 84 миллиона рублей. Такую сумму удалось вернуть пострадавшим. Хотя бы несколько потерпевших возвратили деньги, это уже, получается, не зря работаем. Сейчас буквально на каждом шагу предупреждают: осторожно, мошенники, будьте бдительны. Но люди почему-то все равно попадают на уловки аферистов. Уже 5000 жителей Удмуртии стали жертвами мошенников. И если перефразировать цитату Михаила Булгакова: никогда не разговаривайте с незнакомцами, особенно по телефону.